В эфире информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. 20 декабря Рауль Хаджимба представил нового исполняющего обязанности главы Пицунской районной администрации коллективу. Репортаж Али Китрапш. Представляя коллективу администрации и депутатам городского собрания Пицунды нового исполняющего обязанности главы города, Рауль Хаджимба выразил уверенность, что Алхаз Шамба при поддержке коллектива и горожан справится с поставленными руководством страны задачами. итыпан дагу фярти бзезы нивдро агураз гоит йылшапхан ари аусура яхатахо айдгылары яхатахо айдснуқора фяртге адгылара аферпшипхана гуана гарасымов хардге авинкара ахадара ганахала и халшап типши отагыла заша хамейк загван еще хтуала хацнуқор типши атагыла заша апцара ахатахо харге хадгылу Табубхан ясхот ванза иqaz хадарана илшу зала иqayцыз маджзы тахиях гуги вахки ира иусура ицеге ва агелчвеквайр пшипхана гуанагархаму. Бывший исполняющий обязанности главы администрации Пицунды Надар Ванаба пожелал новому руководителю успехов в работе. Я от всей души хочу поблагодарить горожан Пицунды за понимание, администрацию города, собрание города. Спасибо вам, то, что мне довелось с вами вместе работать. То, что касается Алхаса Валиковича, я с огромным уважением отношусь к этому человеку и желаю ему просто на новой работе, просто успехов. Алхаз Шамба поблагодарил руководство страны за оказанное доверие, отметив, что вместе с коллективом постарается приложить максимум усилий для развития города. Спасибо вам, что доверили мне этот пост ради того, чтобы мы все горожане вместе притворили наши мечты в жизнь. Теперь все в наших руках. Шамба Алхаз Валикович – ветеран Отечественной войны народа Абхазии, награжден медалью за отвагу, выпускник Абхазского государственного университета, по специальности инженер-технолог, депутат Пицунского собрания 2001-2004 годов, депутат Гагарского собрания 2004, 2007 и 2016-2019 годов. Али Китрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. 20 декабря сотрудники службы государственной безопасности Абхазии отмечают профессиональный праздник. С Днем службы сотрудников и ветеранов ведомства поздравил президент. Как отмечается в поздравительном тексте, национальная безопасность Республики Абхазия, права и свободы ее граждан являются предметом ежедневной неустанной работы сотрудников СГБ. От того, насколько ответственно они относятся к выполнению своих обязанностей, зависит мир и покой жителей государства. Обращаясь к сотрудникам ведомства, Рауль Хаджимба также подчеркнул, что они с честью выполняют свой профессиональный долг, проявляя мужество и самоотверженность. Руководство Абхазии возглавляет большие надежды на соответствие высокому уровню их работы. Сотрудников органов безопасности также поздравил премьер-министр Валерий Бганба. Глава правительства отметил роль и большую ответственность, возложенную на службу в сфере защиты национальных и государственных интересов. Валерий Бганба пожелал сотрудникам и ветеранам ведомства удачи и успехов в профессиональной деятельности. В последние дни в абхазском сегменте интернета стали появляться сообщения о том, что в республике якобы идет распространение сладостей с содержанием наркотиков. Анонимы также сообщали о конкретных случаях отравления школьников опасными веществами. Соответствует ли данная информация действительности и ведется ли работа по недопущению таких фактов? Смотрите специальный репортаж Амели Бисмарк. Уже вторую неделю на российских телеканалах появляются ужасающие истории, главные герои в которых дети, которые попробовали конфеты с опасной начинкой. Накануне в интернете появилась информация о том, что конфеты с содержанием наркотиков появились и в Абхазии, и якобы уже даже попали в руки школьников. Все ответственные службы занялись проверкой данной информации. А что из этого вышло, смотрите в нашем репортаже. Отказаться от конфеты – своего рода проверка на прочность для каждого ребенка вне зависимости от возраста. Эту особенность детей хорошо знают родители, потому они забили тревогу первыми, когда в социальных сетях стали появляться подобные фото и даже видео. Сыночек, посмотри, Данил, какой ты у меня хороший. Конфетку, ты говоришь, скушал. Сынок, смотри сюда. Маму, смотри. Сколько тебе лет? Как тебя зовут, сынок?
Как тебя зовут? Вот. Вообще, Данил, смотри, сколько пальцев. Видишь, сыночек, ты даже не реагируешь. Ситуация осложнилась, когда в придачу к фотографиям стали пересылаться голосовые сообщения с уточняющими подробностями. В них некие анонимы с ярко выраженным местным акцентом называют определенные фамилии детей, якобы пострадавших от передозировки наркотиками, потому что попробовали опасные конфеты. Данная информация в тот же день поступила в правоохранительные органы для дальнейшей проверки на достоверность. Инспектора по делам несовершеннолетних проводили проверку. Экстренную проверку в средних общеобразовательных учреждениях, беседовали с директорами школ, заучами по воспитательной работе, с психологами. В управлении образования города Сухум было созвано экстренное совещание, на котором были рассмотрены поступившие ранее информации о том, что якобы распространялись наркосодержащие вещества в виде жвачек и конфет. Но подтвержденных данных фактов не было. В рамках экстренной проверки также были изучены журналы медицинских учреждений Абхазии, в которых фиксируются данные о поступивших пациентах. Эту информацию нам подтвердили и в Министерстве здравоохранения. Вчера был сделан запрос по всем лечебным учреждениям Республики Абхазия, в том числе и ведомственных, и неподведомственных нам учреждениям. По случаю поступления в данное учреждение детей младшего возраста и подростков. Ни в одном учреждении в нашей республике не было зафиксировано данного поступления. За последний месяц подобной, да и вообще, то есть такой ситуации вообще не было. В Министерстве просвещения, в свою очередь, также организовали экстренную проверку информации. По мнению специалистов, данные сообщения являются фейком и направлены на дискредитацию системы образования республики в целом. Видим спланированную такую последовательность действий, в котором называются фамилии, дескать, пострадавших от приема наркотических веществ, называются определенные образовательные учреждения, дескать, в которых это произошло. Все это приводит к одной мысли, что это такое запланированная акция с целью нагнетания обстановки, создания атмосферы страха среди родителей, страха за своих детей, с целью создания вот такой атмосферы беспомощности государства и государственных органов, ответственных за безопасность учащихся. В Министерстве просвещения усматривают связь данного инцидента с недавними сообщениями об избиении подростков в одном из учебных заведений страны, факт которого также не был подтвержден. Мы написали обращение в органы госбезопасности и МВД республики с тем, чтобы они провели расследование на предмет того, кто в данном случае занимался подготовкой, распространением, кто источник этого всего. То есть мы видим очень такой серьезный такой информационный накат на систему образования. Спустя почти сутки после появления информации об опасных конфетах ответственные службы продолжают экстренные проверки и профилактические мероприятия в республике. Тем временем слухи о распространении сладостей с содержанием наркотиков все еще актуальны в обществе. Досконально подошли к изучению информации и сами школьники. Что рассказывают эти дети? Обычные страшилки или реальные истории, услышанные от сверстников? Сразу определить сложно. Слышал, что это дешевый китайский синтетический наркотик. При употреблении его кости начинают разлагаться, и человек вообще ничего не соображает. И да, язык тянется, ребенок, когда разговаривает, у него язык как-то начинает тянуться. А откуда ты это узнал? Распространяют по интернету, что будьте осторожны. Не попадайтесь на эти уловки. По настрою ребят видно, с ними уже проводили нравственные беседы преподаватели. Как раз сегодня после уроков сказали, что ни в коем случае не должны брать эти конфеты. Никому ничего, когда просят передать, никому ничего не передавать, вообще в руки не брать. Лучше просто сразу говорить кому-то или взрослым, или кому-то еще, чтобы им подошли, и чтобы в школу больше сюда не приходили. И вообще этого не стоит делать, потому что впереди еще вся жизнь. Надо заниматься спортом, чего-то нужно добиваться, а наркотики это просто попробовал, и все, это уже зависимость. Непонятно, когда ты умрешь, ты можешь умереть сегодня, можешь умереть через 2 дня, через неделю.
О том, что случаи с распространением наркотиков в учебных заведениях России далеко не миф, открыто говорят не только с экрана телевизора. На специальных собраниях родители предупреждают о существующей опасности, рассказывает Марина Варламова из Волгограда. Всех оповестили родителей в Волгограде, что в нашей школе было зафиксировано уже 25 случаев, когда детям предлагают конфеты, содержащие химические наркотики. Ну и поэтому просьба ко всем родителям была со стороны учителей не знакомиться, не брать никаких предметов, конфеты, жвачки. То есть у нас идет полное оповещение в разных школах. Услышав информацию подобного содержания, большинство жителей страны уже серьезно поговорили со своими детьми. То, что у других ничего брать нельзя, у чужих, это они у нас знают чуть ли там еще до 1 класса. Сейчас мы им просто это повторили, что у вас у всех свое все есть. Если вы кого-то близко знаете, если учительница есть рядом и она разрешает, можете взять и сами угостить, и у этого человека взять. Если человек вам абсолютно не знаком, неважно, даже если он из вашей школы, не берите. Все, что вам требуется, мы можем вам дать. А тот, кто не успел этого сделать, обязательно должен провести беседу с ребенком, вне зависимости, достоверная информация о распространении опасных конфет или нет. Угроза наркомании в обществе существует всегда, отмечает психолог Илана Кортуа. Обязательно доступным, понятным детям языком доносить до них информацию, чего стоит избегать и почему. Вот здесь очень важно не просто запретить ребенку, давай ты не будешь там принимать конфеты, которые тебе предлагают, или что-то еще, допустим, или принимать приглашение от какого-то человека. Важно объяснить, почему этого не стоит делать, какие могут быть последствия, какие существуют опасности и так далее. И одно дело, что очень важно, что мы сообщаем, информируем детей, объясняем им, но еще очень большое значение имеет то, как мы это делаем. И, естественно, делать это нужно, желательно, спокойно, уравновешенно и понятно. У подростков очень важно формировать навыки сопротивляемости давлению со стороны, объяснять значение индивидуального мнения, ведь иногда сказать «нет» значит продолжить жить в направлении счастливого будущего. А в случае, если ситуация вышла из-под контроля и родитель не может подступиться с разговором или советом к ребенку, то во избежание непоправимых последствий следует обращаться за помощью к специалистам. Амилия Бисмарк, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. — 20 декабря народной артистке Абхазии, актрисе Абхазского драматического театра, всеми любимая Софья Агума исполнился 81 год. Софа Хинтруговна за свою театральную жизнь создала более 70 незабываемых образов. Многогранная актриса, воплотившая на сцене трагические комедийные роли, снялась также в многочисленных кинокартинах, среди которых «Время счастливых находок», «Белый башлык», «У самого Черного моря». Софа Агума более 20 лет является заведующей кафедрой актерского мастерства в АГУ. С 2014 года Софа Агума – художественный руководитель Абхазского государственного молодежного театра, в котором работают ее многочисленные выпускники. В честь дня рождения актрисы в Абхазском драматическом театре прошла презентация документального фильма режиссера Ады Квирая «Софа Агума сегодня». Сегодня столько много говорили о вашем прошлом, о вашей жизни актерской, о вашем вкладе. Я все это знаю, я все это, к великому сожалению, не видела всего этого своими глазами. Я об этом только слышала. Но мне достаточно было познакомиться с вами, пообщаться с вами, увидеть маленькие киноработы, масштаб вашей личности, он сам о себе сказал. Вы знаете, нам всегда было приятно общаться, и я с огромным удовольствием увидела возможность что-то нам вместе сделать. Государственный комитет по языковой политике запустил акцию по созданию базы данных для голосовых приложений на абхазском языке.
В акции могут принять участие все говорящие на абхазском языке граждане старше 18 лет. Суть нововведения заключается в том, что любой человек, владеющий абхазским языком, может зайти на абхазскую версию сайта Common Voice и произнести в аудиозаписи шаблонное предложение, а также прослушать аудиозапись, произнесенную другим человеком, и поставить лайк или дизлайк, в зависимости от того, правильно ли произнесен текст. Специалисты Госкомитета по языковой политике призывают писателей, редакторов и журналистов предоставить свои тексты для создания дополнительных шаблонных предложений, предварительно отказавших от авторских прав. На данном этапе необходимо собрать голосовую печатную базу данных для создания онлайн-переводчиков и разговорников. Common Voice – это проект, чтобы собрать базы данных, голосовые базы данных. И эти голосовые базы данных, они будут доступны для всех программистов и людей, которые захотят создать приложения, разные приложения, которые используют голосовые помощники, как OK Google, например, и Siri на iPhone и так дальше. Все нас поддерживали. Нелли Барцес, у нее очень большой, огромный часть в этот проект. Без нее этот проект вообще не смог существовать. Роль женщины в абхазском обществе, гендерное равенство и благотворительность. В дискуссионном клубе ВАК состоялась встреча с руководителем женских советов Гетой Ардзенбам, на которой были затронуты актуальные для женщин и не только темы. Подробности в репортаже Сарии Кварцхеля. За короткое время дискуссионный клуб стал востребованной площадкой, позволяющей старшему поколению и молодежи находиться в постоянном диалоге. И вот снова полон людей. Встречу открыла руководитель клуба Ирина Турава. На повестке у нас роль женщины в абхазском обществе, гендерное равенство, благотворительность, и поговорим о женских советах Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Руководитель женских советов Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Гета Ардзенба стала третьим гостем дискуссионного клуба ВАК. Она рассказала о целях и задачах, которые стоят перед возглавляемой ею организацией. На момент постановки для себя задачи мы поняли, что самое важное – найти тех женщин не только в районах, городах, но самое главное в селах, которые, возможно, хотят быть частью активного социального движения. Сейчас перед нами стоит задача открытия местных советов по всей стране. По идее, они должны быть разделены точно так же на молодежные советы и женские советы. В следующем году женским советам предстоит немало работы. В День защиты детей и государственного флага Абхазии, а также в День памяти жертв Кавказской войны будут организованы мероприятия. Кроме того, планируется проведение второго фестиваля Абаза. Гета Ардзенба сообщила и о том, что будет проведен конкурс, который объединит молодых художников, иллюстраторов, а также начинающих архитекторов. Речь идет о создании огромного панно, своего рода современного памятника. Идея принадлежит Кану Валерьяновичу Тане. Та мысль, та идея, которую мы попросили реализовать в рамках конкурсной программы, это при помощи некого символического рисунка, который будет нанесен на здание девятиэтажное жилое на пересечении улиц Лакоба и Воронова. Общая квадратура – это 270 метров квадратных. То есть огромное, да, это огромное панно, которое станет частью города и которое будет транслировать идею «Единый неделимый народ Абаза». Руководитель совета местного отделения ВАК при городе Гудаута Амра Лакоя рассказала о проектах, которые реализованы в Гудауте, и о планах организации на ближайшее время. Замахнулись на маленькие проекты. Впереди у нас на будущий год уже более грандиозные проекты. Надеюсь, что людей будет больше, и тем самым мы сможем делать уже большие дела. Первый наш проект это был, мы поставили 3 воркаута в городе, это спортивные турники. Второй проект мы поставили 15 урн в центре города. Третий проект мы провели холодную горячую воду по просьбе администрации 5-й школы, которой у них не было на протяжении 15 лет. И наш 4-й проект, который будет тоже завершен в предновогодние дни, это мы везем 30 детишек в театр абсолютно бесплатно.
В дискуссионный клуб также были приглашены представители благотворительных организаций. Исполнительный директор Киараза Кама Гопия рассказала о том, как проходит ежегодная акция «Ассир Хамтас». Что касается новогодней акции, то принять участие может абсолютно любой человек. Для этого нужно прийти в наш офис, взять письмо ребенка и просто принести подарок, выполнить его желание, принести подарок к нам в офис. А мы уже 28 числа на торжественном мероприятии будем эти подарки вручать детям. Уникальность встреч в дискуссионном клубе заключается в том, что они проходят в интерактивной форме. Каждый может высказывать свое мнение, затрагивая разные социальные темы. Например, на этой встрече речь зашла о роли женщины в абхазском обществе и о гендерном равенстве. Что же касается нашего государства, мне кажется, что сегодня более преобладают социальные барьеры, нежели законодательные. И проблемы в нашей голове. Нам никто не запрещает взять и пойти в правительство. Никто абсолютно. Нам не скажут: вы женщина, вам нельзя. Семьи и детей делают какой-то барьер в достижении каких-то целей. А в то время как ее можно делать, наоборот, таким локомотивом, то есть пытаться чего-то достичь и пытаться развиваться для своих детей, чтобы свои дети видели там свою маму и пытались ей соответствовать, то есть сделали из мамы себе пример. Все встречи дискуссионного клуба транслируются онлайн на страницах социальных сетей ВАК. Сария Гварацхеля, Давид Ангваб, Абхазское телевидение. Ежегодно в преддверии Нового года благотворительная организация «Киараз» проводит акцию «Ассир Хамтас», благодаря которой у сотни детей из малообеспеченных семей со всех районов страны к Новому году исполняются желания. Стать Дедом Морозом для малышей может каждый. Надо лишь обратиться в офис организации и взять любое письмо с просьбой ребенка. Акция «Ассир Хамтас» стартовала в начале декабря. Большую часть писем уже разобрали, однако еще немало желаний ждут своего Деда Мороза. Репортаж Гугу Цивардания. За пару недель до Нового года в офисе благотворительной организации «Киараз» суета. Сюда приходят письма от детей со всех районов страны. Вот, например, одно из них. «Здравствуй, Дедушка Мороз! С наступающим Новым годом! Я хочу на Новый год черные штаны и туфли 38 размера». И писем, подобных этому, сюда приходят сотни. Дети также просят у Деда Мороза игрушки и сладости. В этом году в адрес благотворительной организации «Киараз» пришло более 700 писем, и они до сих пор продолжают поступать. Зовут мальчика Артур. Он просит скинги, просит брюки, спортивные ботасы. Так вот мы берем, складываем письмо. Ежедневно сотрудники благотворительной организации «Киараз» проделывают колоссальную работу, уделяют внимание каждому письму, пришедшему на их адрес. А для облегчения рабочего процесса все письма вносятся в базу данных. Мы каждое письмо открывали, читали, каждому письму давали свой порядковый номер. Вот как вы видите, у каждого письма есть свой номер. Также мы записываем, что именно просил ребенок, фамилию, имя родителей, номера телефонов и где они проживают, чтобы потом не путаться и все было зафиксировано. Данная акция проходит 4-й год подряд. За это время заветные желания многих детишек были осуществлены. Благодаря поддержке неравнодушных людей, простых граждан страны, представителей различных организаций и учреждений. В этом году Дед Мороз уже ответил на почти 500 писем. Коллектив Сбербанка решил в этом году помочь детишкам благотворительному фонду «Киараз», которые участвуют, родителям этой акции, поздравить детишек с Новым годом, подарить им подарки те, которые они желают и хотели бы увидеть в Новом году. Любой человек может обратиться в офис благотворительной организации, забрать одно, а может и несколько писем и стать Дед Морозом, выполнив пожелания ребенка. Подарить детям праздники, веру в чудо – главная цель акции. Хочу поздравить с наступающим Новым годом каждого жителя нашей страны. Поблагодарить всех тех, кто принял участие в этой замечательной акции. Благодаря этим людям эти дети будут верить в чудо. В этом году писем, адресованных Деду Морозу, пришло намного больше. Несмотря на то, что основную их часть уже разобрали, все еще немало невыполненных желаний. Еще более 200 детишек ждут чуда и своего подарка к Новому году. Гугу Цивардания, Руслан Орлов, Абхазское телевидение.
Буквально несколько дней назад в Абхазии с визитом находилась турецкая делегация, в составе которой были политики и бизнесмены. В рамках состоявшихся встреч члены делегации сказали о намерениях организовать широкую кампанию в Турции при поддержке СМИ по распространению информации об Абхазии. И не пришлось долго ждать. 20 декабря в эфире одного из турецких каналов «Улусар-канал» был показан расширенный репортаж об Абхазии, в котором рассказывается о представителях диаспоры, природе, обычаях и красоте нашего края. Bütün zenginlikleriyle Abazya ve А сейчас о погоде. Cumhurbaşkanlığı Özel Muhafız Birliği Komutanı. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью +3,8, днем +11-16. Температура морской воды +13 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.